Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. О чем вам важно узнать до пятницы. Если тема вам интересна, пожалуйста, загадайте на себя, задайте вопрос от своего имени, и пусть нужная информация вас, мои милые, обязательно найдет. Также всех вас спешу сердечно поблагодарить за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную и теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, давайте начнем. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, до пятницы о чем вам важно узнать? Вот здесь показывают какого-то больного человека, либо у человека какая-то физическая хворь, либо душевная. Человек не в себе, человек лежит, не встает. Плохо этому человеку. До пятницы этот человек обязательно поправится. И если вы напуганы, вы не понимаете, что делать, либо вам кажется, что там ситуация будет только лишь усугубляться, нет, Песок говорит, что человек до пятницы почувствует себя гораздо лучше и легче и точно начнет вставать с кровати. Еще раз говорю, будь то физическая хворь, да, какое-то физическое заболевание, будь то заболевание души. Да? Человек там стрессанул, обиделся, депрессия, там, в запой ушел. Неважно. Важно, что до пятницы этот человек точно поправится. Если вы себя неважно чувствуете, у вас что-то болит, и вы в кровати время проводите, то до пятницы будете как огурчик. Но, по крайней мере, вам станет настолько хорошо, что вы и вставать будете, что-то делать начнете. То есть здесь ситуация поменяется. И еще. Два человека как будто бы обнимаются, но это неправда. Вам могут рассказать, что какие-то два человека, у них там любовь, у них там тайные отношения, либо явные отношения. Но это будет неправда. Неправда. Не рвите себе сердце, не расстраивайтесь. Просто подождите. Правда вас найдет. Возможно, даже один из этих людей вам честно так и скажет, что ничего между нами нет. А возможно, вы лично убедитесь, что между этими двумя людьми ничего нет. Вас просто захотят обмануть, либо хотят сделать вам больно. Да? И скажут, что вот эти люди, они там общаются, встречаются, что их там видели в каких-то неприличных позах, там достоверно известно, что они вместе время проводили. Это все будет неправда, это все будет обман. В семью деньги придут. Но придут они на будущей неделе. Мои хорошие, вы все разные, семьи тоже разные. Возможно, вы сейчас ждете каких-то денег, либо вы ссоритесь из-за того, что денег нет. Но деньги придут, и придут они на будущей неделе. Именно на будущей. Так, и еще здесь про мужчину хотят вам сказать. Какой-то мужчина, который вас не забывает и уже никогда не забудет. Мужчина, который где-то далеко от вас находится, он как будто бы вот каждый день о вас думает, а может быть даже какие-то, не знаю, стихи в вашу честь сочиняет, да, вам посвящает. Мужчина, который как бы не старался, да, либо что бы между вами там ни произошло, он все равно никогда вас не забудет. И у вас с этим мужчиной еще будут встречи, и никуда вы друг от друга, как говорится, не денетесь. Это тяжелое время, как тяжелое бремя, которое выпало вам на двоих. Но да, на двоих, но каждый по отдельности в своей стороне это тяжелое время переживает. Вам легче, я вижу, гораздо легче дается эта разлука, либо это расставание. А мужчина очень сильно тоскует и очень сильно по вам страдает. То ли вы не общаетесь, то ли там что-то проблемы со связью, да, ему сложно с вами связаться, может, ему там не дают телефона в руки. Ему плохо. И он что-то вот как пишет для вас, либо в честь вас. Он это делает.
С правой стороны у вас сломанное дерево. Оно хоть и сломанное, но оно еще живое. И если за этим деревом ухаживать, то оно новые веточки сможет отрастить. И там будут и веточки, и почки, и цветочки, и плоды. Все это будет. Скорее всего, ну вот как семейные отношения. Может быть, вы с мужем любимым поругались, либо вы, муж с женой любимой, поругались. Может быть, родственники, да, поругались друг с другом. То есть дерево сломалось, но оно живое. И если делать какие-то попытки, шаги, чтобы исцелить это дерево, да, все будет хорошо, либо все хорошо закончится. То есть это не приговор, это не точка. Это больше похоже на троеточие. Еще здесь гора дымит. Дымит гора, причем дымит достаточно прилично. Проблема, либо сложная ситуация с правой стороны. Но это ваша, да, это ваша зона ответственности. И вам придется предпринимать какие-то меры для того, чтобы этот вулкан не прорвало, да, как-то вот дым этот разогнать, потушить. Нужно взяться за это дело, и у вас все получится. Не надейтесь на других. Я так понимаю, что другие либо не могут, либо им нет дела до этого. Попробуйте все сделать сами. У вас действительно к этому талант, да, способность, уникальная способность решать проблемы и тушить вулканы. Ну, вы, наверное, и сами про себя знаете. Еще здесь крест показан. Крест как перекресток. Выбор. От вашего выбора будет зависеть дальнейшее будущее и ваше, и ваших близких. Вот что вы выберете, как вы поступите, на что вы решитесь, так тому и быть. То есть выбор нужно делать максимально аккуратно, максимально не спеша, потому что тут и ваша жизнь на кону, и жизнь ваших близких и родных людей. Этот выбор нужно делать максимально в собранном состоянии. Нужно просчитывать не только плюсы, но и минусы, да, которые могут быть как следствие выбора. Дальше. Показывают женщину, очень сильно вам завидуют. Ее зависть, как токсичный яд, проливается в критике. Тот, кто вас критикует, женщина, которая вас критикует, она это делает, потому что завидует вам очень сильно. Она из-за вас уже тут и есть, и спать перестала. Ходит вся такая дерганая, глаз дергается, руки трясутся. Очень много посылов от нее идет в вашу сторону. Посылы негативного характера. Ну, скорее всего, как проклинает вас, что ли. И если вы будете оставаться равнодушной и холодной, либо равнодушным и холодным, если смотрят меня мужчины, то вы ее просто до кризиса доведете. Ей-то хочется вас ранить, ей-то хочется вашу реакцию видеть. А если вы равнодушны, то значит, как бы все ее эти потуги ни о чем. Глаз уже дергается, руки уже трясутся. Еще пару дней, и она в конвульсиях будет биться, либо какой-то кризис у нее произойдет. Ну, сама виновата, да. Она вам просто очень сильно завидует и не может смириться с тем, да, с текущим положением дел, с тем, что вы гораздо лучше, чем она. Даже если вы мужчина, может, она с вами там соревнуется, конкурирует. Ну, а если женщина, то понятно, да, тут могут быть и любовные всякие истории. Вот мне идет, что вы можете ее довести, при этом ничего не делая, да, соблюдая равнодушие, сохраняя равнодушие и довести ее именно до кризиса. Еще здесь показано, что до пятницы какая-то как дорога, встреча, что-то отменится, перенесется. У кого-то прям отменится, а у кого-то перенесется. Не расстраивайтесь, не переживайте. Это к лучшему. Почему к лучшему, вы поймете сами. Как пройдет время, да, вы сами поймете, почему было к лучшему. Здесь очень похоже, что ангелы вмешиваются и либо отменяют, либо переносят вашу встречу. Да, это к лучшему. Дальше какой-то человек вам предлагает, как рог изобилия, говорит: давай, иди ко мне, я тебе рог изобилия дам. Но этот рог изобилия, он какой-то, не знаю, не настоящий, что ли. Вас, скорее всего, кто-то приманивает, либо сманивает громкими обещаниями, но на самом деле за этими обещаниями ничего нет. Ну, красивые громкие слова, все. И если вы поверите, то вы ничего не выиграете, ничего не получите, только попадете в какую-то кабалу.
Если у вас сейчас ситуация такая в жизни, да, когда вам предлагают, сманивают, просите гарантий, да, документально оформленных гарантий, расписок, контрактов, договоров, да, чтобы потом можно было хотя бы в суд пойти. Вот, просто словам не верьте, даже если это какие-то люди, кого вы хорошо знаете. Обманут. Мне идет, что обманут. Вот и все. Потом уже ничего не поделаешь. Проблем себе наживете, и все. И никому ничего не докажете. Рог изобилия не настоящий. В нем ничего нет. Он пустой. И еще. Резко стрелка вверх. От кого-то стрелка отходит и вверх идет. Но этого человека вы знаете, у кого-то в вашем окружении скоро дела просто взлетят, как космос, да, вверх идут. Очень будете рады за этого человека. А этот человек, я вижу, вам очень сильно благодарен. Возможно, вы давали какие-то советы, возможно, вы что-то делали для этого человека. Ну, человек будет вам благодарен, ждите подарков, ждите красивых комплиментов и действительно сияющих глаз. Да, человек не забудет, что вы для него либо для нее сделали. И вот с вами первым поделится своей радостью. Ну и, конечно, прям шквал позитива в вашу сторону. Мне вообще идут какие-то подарки. Да? Вы получите подарки, даже если вы их не ждете, не хотите принимать. Человек будет очень сильно настаивать и говорить: да, все благодаря тебе, у меня в жизни улучшение, это ты. Спасибо, прими подарок. Ну, вот как-то так пойдет. Дальше. 2 четверки с левой стороны. Может быть, как цифра 44, может быть, как отдельно 1 четверка и 2 четверка. Эти 2 четверки, они для вас максимально положительные. И вы на них смотрите, как будто бы чудо произошло. Вы такая: не может быть, это чудо. Чудо. Запомните, пожалуйста, 2 четверки, либо цифра 44. Также четверка означает семью, пару. Да, возможно, 2 какие-то уникальные, замечательные, любящие пары сложатся. Также четверка может быть как четырехугольник. Ждите удачного разрешения тех проблем, с которыми вы столкнулись. То есть долго эта ситуация не продлится. Возможно, это случится позже, чем пятница. Но, тем не менее, себя ни в чем не вините, от счастья от своего не отказывайтесь. Здесь никто в обиде не останется. Да, все будут счастливы. Еще вам тут совет: до пятницы экономить деньги, либо придержать какие-то деньги. Может быть, вы решили там пойти во все тяжкие, чего-то там накупить, где-то потратиться. Лучше этого не делать. Не спрашивайте про причину, я вам ее не скажу. Ее здесь не показали. Просто показали, чтобы вы деньги там особо сильно не тратили, да? Чтобы вы попридержали ту сумму, которая у вас есть, либо поэкономили те средства, которые вы там рассчитывали потратить. Да, экономно. Поступайте мудро, поступайте экономно. Так, планы будут меняться. Тут причина, вот как на погоду похожа причина. Смотрите, у кого-то отыграется в прямом смысле слова погода, а у кого-то отыграется настроение. Настроение человека, который либо с вами должен ехать, участвовать где-то, либо ваше настроение. Что-то будет меняться, переноситься, может быть, там другие маршруты, другие направления, другие решения. Вот как несколько раз даже может поменяться у кого-то. Но по идее все равно все хорошо закончится. Да? Самый благополучный исход идет. Главное, не нервничайте там, на погоду, на природу не ругайтесь. И не ругайтесь на человека, у кого там, не знаю, там все меняется. На себя не ругайтесь тоже. Так, дальше показывают птиц. Причем птицы небольшие, но они очень быстрые. Очень быстро придут либо ответы, либо какая-то, как информация, да, просто вот моментально ворвется к вам. Птицы, справа, да, какие-то хорошие новости, либо хорошие ответы. Там не успели вы куда-то податься, либо написать кому-то письмо, и тут же вы получаете моментально ответ. Может быть, не самый полный и развернутый, да, потому что птицы все-таки мелкие, но с другой стороны, сразу, да, не надо там ждать сутками напролет, либо несколько дней не надо ждать.
Ответ быстро придет. Еще я вижу, что у вас на пороге какой-то человек стоит. У кого-то в прямом смысле слова, да, как гость на пороге. У кого-то в переносном смысле, да, человек претендует на вас, претендует на место рядом с вами. Вы, конечно, тут немножко в шоке. Либо гостя не ждали, либо не рассчитывали, либо не хотели, чтобы какие-то новые люди появлялись в вашем окружении. Но что есть, то есть. У человека красивый наряд и светлая, чистая голова, то есть помыслы светлые, то есть не идет воспользоваться, либо навредить, наоборот. Да? Человек хороший, с ним будет интересно, с ней будет интересно и весело. Кто у меня за последнее время столкнулся с какой-то вселенской несправедливостью? Ну, на ваш взгляд, на ваши ощущения. Может быть, оно так и есть. То есть вас это очень сильно ранило, и вы обиделись. Вы такая, ну, блин, я не понимаю, как это работает, да? Почему там, если плохие люди, то им все вот на блюдечке с голубой каемочкой. Если ты хороший человек, ну, типа, ты терпи. Надейся и жди, вся жизнь впереди, да, вот как-то прям очень что-то плохое произошло. Задело вас, да, это вас очень сильно задело. Возможно, вы даже мысленно подумали, где же эта справедливость, да, почему жизнь такая несправедливая, мир такой несправедливый. Знаете, хотите верьте, хотите нет, но ваши обидчики, ну, я вижу, что им будет не сладко. Может быть, вы не сразу об этом узнаете. Может быть, вы узнаете, но не поверите. Но там у людей прям подгорает. И причем подгорает полностью везде. Вот все тело подгорает. Может быть, они даже чужое взяли, да, по праву сильного либо наглого. А теперь у них все подгорает. Расплатится. Обязательно расплатится. И справедливость обязательно восстановится. Еще до пятницы вы должны как что-то спланировать, либо, может быть, даже какой-то ответ кому-то дать. Кто-то ждет от вас, кто-то ждет какой-то информации. Ну-ка, вспоминайте, может быть, вы запамятовали, забыли. Какой-то человек ждет, не хочет вас дергать, да, ну, чтобы там лишний раз вас не беспокоить, но с другой стороны ждет. Может быть, даже вы что-то кому-то пообещали, но забыли про свое обещание. Вспоминайте. Там человек очень хороший и, я так понимаю, хорошо воспитанный, не хочет лишний раз вас дергать и напоминать о том слове, которое вы дали. Ну, либо о том обещании, которое вы дали. Ну, неприятная история может получиться, если вы не вспомните, либо вовремя не сделаете. Так, у кого-то достаточно тяжелые дни на работе, какая-то загрузка, нагрузка. Еще мне не нравится атмосфера в коллективе. Да? Возможно, кто-то давит, либо кто-то себя ведет очень фривольно. Вам тут высшие силы говорят, что буквально вот следующий месяц, он какой-то уникальный по событиям, именно все, что связано с вашей работой. Будь то работа по найму, будь то работа собственное дело, может быть, да, следующий месяц. То есть тут надо потерпеть, не надо ничего делать, не надо ни с кем ругаться, не надо там писать заявление по собственному уходу, просто нужно потерпеть. Потерпите. Почему вы должны узнать об этом до пятницы? Ну, скорее всего, вот как раз-таки будут какие-то моменты особо острые, когда вы такая, ну все, с меня хватит, я ухожу. Нельзя уходить, не надо уходить, надо потерпеть, а потом вам воздастся. Следующий месяц он какой-то уникальный по поводу перемен именно на работе, именно для вас, кто смотрит эту отсыпочку. Если уйдете, потом жалеть будете, как локоть кусать, да? А если останетесь, потерпите, потом сами себе будете благодарны за терпение, выдержку и такт. Что вот какая я умничка, какой я молодец, что я вытерпела. Так, еще женщине про мужчину говорят. Говорят, что он очень скрытный, и что он испытывает и любовь, и страх. Ну, как вот все вместе, да? С одной стороны, да, я люблю, а с другой стороны, ой, нет, я боюсь.
скрытный, он от вас скрывает свои чувства, он не показывает вам свои истинные чувства, а чувства очень сильные, и они есть. Ну вот такой вам скромненький попался, либо боязливый. Девчонки, это не значит, что он вас не любит, либо равнодушен. Просто такой человек. Может, ему больше времени нужно для того, чтобы раскрыться перед вами, либо доверять вам, поверить вам. Да, вот мы привыкли, что вот мужчина должен добиваться женщину, должен там себя показывать, как есть. Но ведь мужчины тоже разные, и женщины разные. Вот дайте ему больше времени. Не давите на него. И, если он вам нужен, нравится, да, не прерывайте общение с ним. Он хороший человек, и он уже вас любит. Ну вот какие-то страхи у него есть. Может быть, из прошлого опыта вытекает. Может быть, вообще так первый раз влюбился в вас и не знает, что с этим чувством делать, оно его пугает. Потому что он сам себе не принадлежит, да, все время думает 24/7 о вас. Так, вы хотите какую-то информацию раскопать, узнать. Здесь вам прям такой крест ставят и говорят: не лезь туда. Не лезь. Возможно, вы не готовы к тому, чтобы все узнать. А возможно, даже если вы узнаете, то это может вам как-то навредить. В свое время вам все раскроется. Когда будете готовы, когда, например, эта информация не сможет на вас негативно повлиять. Не надо этим заниматься, лучше отступить, лучше бросить свои силы на что-то более актуальное, насущное, а вот туда лучше не лезть. Вам либо соврут, либо наговорят вам гадости, либо то, что вы узнаете, может действительно задеть вашу психику. Лучше не надо. Но оно того не стоит. И еще, мои хорошие, вам говорят, что нельзя распылять усилия. Может быть, вы сразу несколькими делами занимаетесь. Может быть, вы там сразу несколько работ пытаетесь сделать. Вам говорят, что это очень дурно влияет на вашу психику и на ваше здоровье. И опять же, на качество того, что вы делаете. Не распыляйте свои усилия, выбирайте что-то одно и делайте. Может быть, это связано как-то с работой и подработкой. Может быть, 2 проекта в одно время. Может быть, совмещение работы и домашних каких-то обязанностей. Нельзя себя так распылять, у вас надолго не хватит. Но опять же, качество тоже будет страдать. То есть, обладая высоким интеллектом, трудоспособностью, профессионализмом, когда вы 2 делами занимаетесь, понятно, что и внимание у вас рассеянное, и вы можете просто не вытягивать. Пожалейте себя и выбирайте то, что для вас актуальнее и важнее. Занимайтесь этим, потом, если время остается, занимайтесь другим. Берегите себя, и все будет хорошо. Мои милые, на этом все. Всем спасибо, всем пока-пока.